Сегодня хочу обратить внимание ответственных лиц на вопросы безопасности пешеходов в городской среде. Начал совещание Рустам Минниханов со скользкой темы – дорог и тротуаров. Их состояние оставляет желать лучшего. Из-за снежной каши и гололеда в травмпунктах республики жаркая пора. С начала года за медпомощью обратились 579 татарстанцев, каждый второй с переломами. Ежедневно пополняется новыми жалобами и народный контроль. Только за последнюю неделю больше 1000 обращений. Вот пишут из Казани. На Белинского тротуар во льду и снежных колдобинах. В Автограде и Заналиде не пройти, не проехать в 46-м комплексе. Не убирают лед, говорится в жалобе из Болгара. Острее всего вопрос стоит в крупных городах – Казани, Набережных Челнах и Альметьевске. Среди районов в аутсайдерах – Лаишевский и Спасский. Главам городов и районов, предприятиям ЖКХ, управляющим организациям следует усилить работу по зимнему содержанию территории, в том числе пешеходных зон, обеспечить оперативное реагирование на обращения граждан. Обращения связаны с недостатками уборки снега и наледи. Снегопадов не было практически месяц, и жители недоумевают, чем занимаются коммунальные и дорожные службы, почему нельзя направить силы на борьбу с гололедом. Думал, может ночью выйти с топором, порубить самому, вот колею. Вот я сейчас в ворота должен заехать. Заеду, не заеду, это как рулетка, понимаете? Еще одна тема, которая выбивается зимой в топы новостей – отравление угарным газом. Этот год не стал исключением. С начала 2023-го в республике произошло 12 случаев. 25 татарстанцев пострадали, из них 11 – дети. 2 человека погибли. За последнюю неделю произошло 4 случая отравления угарным газом. Это Казань, Азнакаевский район и 2 случая в Альметьевске. Вот в Азнакаевском районе у нас 2 человека погибли и пострадали 5 человек, включая 3 детей. Как отметил президент, основная причина трагедии – отсутствие тяги в дымоходах. Рустам Минниханов поручил усилить работу ответственных организаций, жилищной инспекции, газовиков и управляющих компаний. Мы этот вопрос и на заседании нашей комиссии Госсовета рассматривали, там комиссии. Надо собрать статистику по всей России. Эту тему обязательно рассмотреть на комиссии. На самом деле, она же еще не только может привести к гибели людей, это и может взорваться помещение, и трагедия будет еще более серьезная. Эти вопросы, они должны быть под нашим контролем. Пока не будет ответственного, пока не будет специализированной организации, эта история будет продолжаться все время. Как отмечают специалисты, чтобы не стать жертвой невидимого убийцы, одно из правил – категорически запрещено использовать для обогрева газовую плиту или духовку. А лучший способ себя обезопасить – проверять тягу в вентиляции или дымоходе, прежде чем зажечь газ. В частных домах в сильные морозы. Это особенно важно. Рамиль Галиуллин, Лейсан Саитова, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань.